Сайгылы достар, біз девам етеміз. Мультфильмнің яңы қысымы енді ярын айны вақытта олacak. Біздің студиямызда есе Мусафыр ве невбеттегі бір қаждаққа девамында біз иджат ве медениет ақта лаф етежеміз. Әлбетте, урметлі достар, қаршылаймыз біздің студиямызда Ерджи Ясмина Аракаева bulunmakta. Селам алейкум. Хош келдіңіз студиямызға. Насылсыңыз? Яхшым. Хотелось бы поговорить о вашем творчестве. Творчество действительно очень, так сказать, сложно, да, проявлять свое творчество с утра, но тем не менее мы ждем от вас сегодня музыкальный сюрприз, но тем не менее перед этим хотелось бы познакомиться поближе. С чего все начиналось? Как начался тот самый творческий путь? В 6 лет меня отдали в музыкальную школу на 2 специальности. Это скрипка и академический вокал. И на протяжении 8 лет я занималась профессионально по 2 специальностям. И сейчас я учусь в Симферопольском музыкальном училище по классу скрипки. Однако вокалом также занимаюсь. А все-таки в Инстаграме мы больше видим вокальные произведения, да, и хотелось бы узнать, занимает ли большую часть времени скрипка или все-таки предпочитаете Конечно, у меня в приоритете скрипка, так как я сейчас учусь по этой специальности. Однако все еще впереди, я собираюсь развиваться, продолжать развиваться в вокальном направлении. Необычный жанр, да, необычная манера исполнения, все-таки так скажем, потому что, опять же, из тех же соцсетей, что мы видели, это исполнение народных крымско-татарских песен в уже более современном виде. Как здесь? Почему именно в таком жанре исполняете? Честно говоря, это у меня случилось совершенно спонтанно. Я больше люблю петь старинные народные песни. У меня такое случилось единожды. Я просто решила под бит спеть песню «Хаядан». Вот. Ну, успешно, как мы видим. Я, честно говоря, думал, вы сами вот это все делали, то есть стучали. Стучала, да. Я взяла книгу, которой не было видно в кадре, и стучала по ней и пела, да. Как публика воспринимает? Вы знаете, я даже не ожидала такой отдачи. Меня выложили в крымско-татарские паблики, и вот с этого все началось. Начала возрастать аудитория, именно крымско-татарская, и я дальше начала развиваться в этом направлении. Только сейчас уже хочу дополнять скрипкой и вот остальным. То есть такой универсальный музыкант, да? И музыку сама, и исполнение сама, все сама. Ну, а все-таки вот с появлением большей аудитории, вот так скажем, есть ли какое-то вот осознание, что теперь уже вот нужно вот в этом направлении? Конечно. Все, вот да. Только вот такие песни? Да, появилось больше ответственности, появилось осознание того, что я хочу именно страницу вести как творчество, именно туда творчество вкладывать, и вот это, конечно, все прекрасно, мне это очень нравится. Помимо крымско-татарских песен? Ну, вообще, изначально я 8 лет занималась академическим оперным вокалом, и все 8 лет я пела арии, вот подобные итальянские произведения. Вот. А крымско-татарским именно народным вокалом я никогда не занималась, и в этом году решила себя испробовать, пошла на кастинг Джан ЛСС, уже как певица, и вот буду себя пробовать как крымско-татарская народная певица. Как вариант, но на самом деле, мне кажется, было бы еще интересно попробовать это все объединить. Почему Возможно, нет? да. Что касается скрипки, почему именно этот музыкальный инструмент? Когда мне было 6 лет, меня родители отдали на скрипку, и, по крайней мере, на данный момент рядом с собой я не вижу другого инструмента. Я с этим инструментом породнилась. Так все-таки это был выбор родителей? Изначально, да, конечно, да. Очень интересно. В семье музыканты есть? Есть. Битавия Харбаба. И все. Дальше я. Чем вдохновляетесь? Вы знаете, определенных личностей выделить не могу, наверное, потому что я беру вдохновение абсолютно отовсюду, начиная от окружающих меня людей, заканчивая даже книгами, которые побуждают что-либо делать. Вот. А если брать как личности, то начиная от наших крымско-татарских певцов и заканчивая зарубежными. Современное исполнение более преобладает, да? Это какая-то современная тенденция, да, на вот такое исполнение все-таки, как думаете? Возможно, не знаю. А вот вы сказали о том, что все-таки хотите себя попробовать как исполнительница народных песен. Есть ли вот исполнители крымско-татарские, на которых вы равняетесь?
Асия Ханумсали безумно мне нравится, как она поет. И мне Джидетова тоже. Ну, чтобы прям так выделить, даже не знаю, честно говоря. Вот эти две певицы прям меня поражают своим голосом. Жюдетова, если не ошибаюсь, она же тоже в таком Она более... оперная певица, да, Да. да. Все, я для себя просто уточнил, получается. Не, на самом деле, то есть, как бы особенность должна быть у каждого исполнителя, да, то есть можно вдохновляться исполнением кого-то, но всегда хочется быть особенным. Да, конечно. А если все-таки в планах, вот одно видео, да, вы сказали, вы сделали один раз так, что вы исполнили как-то по-особенному, современному, если продолжать, вот желание продолжать именно в этом направлении, то есть эти все известные крымско-татарские песни и полностью их перейти. В другой интерпретации? Да. Конечно, потому что это своего рода изюминка, то, за что можно зацепиться, и людям будет интересно. Каверзный вопрос. Сколько крымско-татарских песен вы можете вот сказать, что целиком от начала до конца? Ой, я даже не знаю, не считала, честно говоря. Много ли? Но я думаю, да, много. То есть этот путь начался, теперь мы ждем только продолжения. Да, И начала. когда. Может, все-таки услышим что-то вот сейчас. Я понимаю, очень сложно в такое время петь. Утром нельзя вообще петь. Ну, я могу спеть Эдан, которую пела под бит, но уже акапельно. Bugün elimde atan gugum Hayyadan endem bugün elimde atan gugum Erkune korgen yaremnin ne dün kordin ne bugün Erkune korgen yaremnin ne dün kordin ne bugün. Да. Да, очень сложно, мы понимаем. Во-первых, сложно петь утром, Мы а во-вторых, извиняемся да, сразу за во-вторых, то, что- сложно петь акапельно. Но Чохсагал у нас действительно это потрясающе. Ясмин Хам, все-таки такой еще момент. Соло, дуэт, квартет. Вот таких каких-то идей не было на данном этапе? Есть ли все-таки, вот вы сказали Асия Ханум, Эмине Ханум Конечно. Джевдетова. Конечно, безусловно, есть определенные мечты, которые хочется воплотить, но для этого надо много-много-много работать. Яхша. То есть даже не говорите, с кем бы вы хотели записать дуэт. Яхша. Я тогда не буду задавать больше вопросов. О ближайших планах творческих хотелось бы узнать. Все-таки, да, современная интерпретация народных песен, но Участие кроме в этого... конкурсе. Да, участие в конкурсе. но- Продолжение, может, обучение, то есть вот училище музыкальное, а что дальше? Вы знаете, это как бы информация еще не настолько такая прям, ну, она так, как сказать. Нет, В общем, в этом году я собираюсь, иншаллах, поступлю я в университет, чтобы получить вторую специальность. Но помимо этого я собираюсь заниматься также вокалом, также скрипкой. И, безусловно, не хочу это бросать, но как бы хочу развиваться еще в другом направлении. То есть об этих планах еще мало кто знает, да? Мы никому не скажем. Да? Хорошо. Да. Можно все-таки сказать. Ну ладно. На самом деле мы желаем только успехов, неважно, творческих ли это будет, либо на каком-то другом поприще, то есть, чтобы вы добивались успеха, делились с нами этими успехами, мы всегда будем рады встретить и пообщаться. И, конечно же, мы ждем новых музыкальных произведений, обязательно. Неважно, на платформе это Instagram будет, либо это уже будет, как у нас сейчас модно, iTunes, да, это Apple Music, вот так скажем. То есть на этих площадках мы везде будем рады вас послушать. Чох сау у нас, и что бы вы хотели пожелать телезрителям, начинающим исполнителям, вот людям, которые вас смотрят? Хотела бы пожелать тем, у кого есть свои определенные
скажем так, цели, не будем говорить мечты, обязательно за нее браться, идти до конца, несмотря ни на какие преграды, усердно, бесконечно над собой работать, и только тогда все будет наилучшим образом. Çok sağ olunuz, hayırlı günler. Урметтүү достар, yayınımızda devam etemiz. Mana böyle bir güzel subetten son, kene de miraqlı bir rubrikamızны seyretemiz.